На этой неделе в Коми был продлен запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий до 15 ноября. Не будут работать детские игровые комнаты, развлекательные центры, ночные клубы. Владимир Уйба внес соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности. А все потому, что обстановка того требует. Сегодня по стране почти 9,5 тысяч новых случаев. И под сотню в Коми. Любовь Лапина с хроникой наступления коронавируса. Санитарные врачи Коми всерьез обеспокоены. На республику наступает вторая волна пандемии. Сводки, отражающие число заболевших, изо дня в день все выше. И это уже сейчас вызывает не панику, нет. Скорее, серьезную настороженность. В республике Коми наступает второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. С нашей точки зрения он обоснован тремя основными причинами. Первая причина – это развитие и подъем сезонной заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. Второе, то, о чем вы сказали, это отсутствие контроля со стороны хозяйствующих субъектов и юридических лиц за соблюдением требований Роспотребнадзора о профилактических мерах коронавирусной инфекции. И третье – это формирование новых детских коллективов в школах и детских дошкольных учреждениях. В последнее время в Коми ситуация с эпидемией была стабильна, но все это только благодаря вводу ограничительных мер. Постепенно республика, как и вся страна, стала принимать ряд послаблений. Конечно, уповая на то, что жители отнесутся с должным пониманием. Продолжат также строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Ведь коронавирус никуда не делся и все так же продолжает циркулировать среди населения. А у половины инфицированных, это официальная статистика, заболевания проходят в бессимптомной или легкой форме. Это значит, что носители вируса, как правило, даже не понимают, что они больны ковидом, а потому и не обращаются за медицинской помощью, заражая всех вокруг. Усугубляет ситуацию и то, что лишь малая часть жителей Коми носят маски. Учитывая, что население абсолютно потеряло ощущение опасности, причем не только люди, которые посещают те же магазины, но и персонал, который обслуживает, практически забыл про масочный режим. Следовательно, здесь нам нужно просто начинать уже принимать меры и работу эту снова возобновлять и по соблюдению масочного режима и в транспорте, и в общественных местах. Сегодняшние цифры, что называется, снова впечатляют. Сейчас лабораторная диагностика коронавирусной инфекции проводится на базе 5 лабораторий. А уже в ближайшее время появится еще одна в Ухтинской поликлинике. Там сейчас идут ремонтные работы и оснащение оборудованием. Все эти лабораторные ресурсы могут проводить до 1600 исследований в день. В конце сентября в Коми существенно нарастили и количество специализированных коек в больницах. Сейчас их уже 1680. Обеспечены кислородом 1045 коек. Оснащены аппаратами ИВЛ 157 коек. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации осуществлено перепрофилирование дополнительного коечного фонда для госпитализации больных. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Коми от 25 сентября 2020 года коечный фонд увеличен на 318 коек. В том числе в городе Воркуте развернуты дополнительно 100 коек. В городе в Сыктывкаре 100 коек. В Устинске 50 коек. В Ухте 35. В Печоре 26. В Инте 7. Все медицинские организации, принимающие ковид-больных, оснащены оборудованием и всеми необходимыми материалами для своевременной диагностики внебольничных пневмоний и острых респираторных заболеваний. Медработники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, причем на 3 месяца вперед. При этом все они, даже оказывая непосредственно помощь больным ковидом, продолжают проходить обучение с непременным тестированием знаний. Сейчас у них в арсенале все современные методы лечения новой коронавирусной инфекции. Это антицитокиновые препараты, противовирусные, как фавипиравир и кислородно-гелевая смесь. Чтобы в меньшей степени больные попадали на аппараты ИВЛ, проводится гелиокстерапия. Она позволяет более лучшему насыщению крови кислородом,
без снижения сатурации постоянно раскрытые альвеолы. А в середине сентября в Коми поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции ГАМ-ковид-ВАК. Всего же в рамках соглашения между правительством Коми и Минздравом России в этом году ожидается поступление 780 доз препарата. В первую очередь получат ее медики. А еще Коми стала лидером среди регионов России, где была запущена программа реабилитации для пациентов, переболевших COVID-19. Профильный центр был открыт в Ухте на базе местной физиотерапевтической поликлиники. У нас имеется на территории скважина с минеральной водой, хлоридно-кальциевый, натриевый, йодопробный рассол, и сапропилевые грязи озеро Пионерское. Это иловое отложение пресного озера Пионерское в паре километров от здания. И все же, несмотря на все усилия, которые были приложены и прилагаются сейчас, глава абсолютно непреклонен. Он требует еще раз трезво оценить все, что сделано, и сделать еще. Даже с учетом всех наших дополнительных коек, которые мы открываем и в Коми республиканской клинической больнице, и планируем там еще в инфекционной, и в Ухте, тем не менее, все на пределе. Поэтому нужно будет отрабатывать алгоритм ведения легких на дому, с учетом, что нам есть к этому возможности. И Министерство здравоохранения России вывело препарат для лечения специфической терапии фавипиравир на амбулаторных условиях. Но при этом мы с вами понимаем, что вывод лечения легких на дому – это все равно контакты, это домашние очаги. Владимир Уйба призывает жителей республики отнестись к вирусной угрозе со всей осторожностью. Сегодня именно от каждого, без исключения, зависит то, как быстро и безболезненно мы сможем преодолеть этот непростой период. Носить маски, обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию важно. Все для того, чтобы в Коми не пришлось вводить такие же ограничения, которые действовали в апреле-мае этого года. До них, по словам Владимира Уйба, осталось всего-то полшага.